В эфире «Актуальное интервью», студия Анастасия Кобызева. Сегодня тема нашего разговора – экологическая ответственность недропользователей. И гость нашей студии Жан-Пьер Дезидери, профессор факультета права и политологии университета Пари-Сакле, доктор юридических наук. В СВФУ он приглашен как руководитель новой магистерской программы юридического факультета права охраны окружающей среды. Цель программы – подготовка юристов, которые будут разбираться в особенностях добычи полезных ископаемых в арктической зоне, а также заниматься проблемами взаимодействия компаний, добывающих полезные ресурсы, с коренными жителями региона. А помогать переводить нам будет Изабелла Борисова, директор Центра сотрудничества с Францией Северо-Восточного федерального университета. Изабелла Захаровна, Жан-Пьер, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько вы оцениваете уровень экологической ответственности промышленных компаний в Евросоюзе и у нас в стране? La question est comment vous trouvez la responsabilité des grandes compagnies en France et ici en Russie envers le problème écologique? Alors les entreprises, les grandes entreprises ont une responsabilité plus importante. Конечно, большие компании, они несут очень большую ответственность. Elles ont une conscience plus importante de leurs responsabilités. И они несут уже самую огромную ответственность за экологическую безопасность. Mais il y a encore beaucoup à faire. Но они не делают много чего, что надо делать. В Якутии за минувший год выявлено множество фактов загрязнения окружающей среды крупными недропользователями. Как должна быть выстроена политика в отношении крупных промышленных компаний? L'année passée, en Yakoutie, il y avait assez d'accidents qui étaient liés avec l'écologie. Et qu'en pensez-vous? Comment on peut construire cette politique de responsabilité des grandes compagnies envers les problèmes écologiques? Alors il existe plusieurs solutions possibles. Ну, есть тут очень много решений. La première solution est de condamner les entreprises comme n'importe quel citoyen. И первое, значит, также это ответственность, юридическая ответственность компаний, и они должны нести ответственность так же, как и другие юридические лица. C'est une solution simple, mais qui ne fonctionne pas très bien. Это очень простое решение, казалось бы, но с другой стороны, его осуществить бывает очень сложно. La deuxième solution, c'est de convaincre les entreprises de se comporter comme des bons citoyens. И второй принцип – это призвать большие компании действовать как хорошие граждане, добросовестные граждане. C'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale. И то, что называется как социальная ответственность и экологическая ответственность. Et la troisième solution, qui est sans doute la meilleure, и третье решение, которое, мне кажется, самым лучшим, c'est de faire en sorte que le public soit informé des activités des entreprises. И этот вопрос заключается в том, чтобы общество, оно было информировано в том, что делает компания, та или иная компания. C'est-à-dire pas seulement des activités financières, Не только их финансовое состояние, mais de ce qu'on appelle les activités extra-financières. и те действия, которые называются, та деятельность, которая называется экстрафинансовая деятельность. C'est-à-dire de faire en sorte que le public sache si une entreprise a des activités polluantes. И, то есть, общество, оно должно быть информировано о том, что, какая деятельность ведется вне финансовой деятельности, вне зарабатывания денег. Et c'est dans cette direction-là que le droit français et le droit européen se sont engagés. И сегодня, значит, европейское право и французское право работают на это. Все-таки можно ли измерить реальный экологический вред, причиненный недропользователями? И как определить сумму, которую компания должна возместить? И самое главное, кому она должна возместить? Troisième question, c'est comment on peut mesurer préjudice qui était fait par un dommage écologique et comment faire les grandes compagnies payer, combien payer? Alors c'est là la plus grande difficulté qu'un préjudice écologique est très difficile à mesurer.
Да, конечно, очень сложный вопрос, потому что очень сложно измерить, вот какую потерю совершила компания. Alors, il existe des tentatives, par exemple, de décider de ce que c'est que la valeur d'un oiseau, la valeur d'un poisson. Ну, пытаются, значит, как-то каким-то образом измерить, сколько воды было испорчено, сколько рыбы погибло. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Но это не лучшее решение. La meilleure solution, c'est d'obliger les entreprises à réparer l'environnement. И самое верное решение – это, значит, заставить компанию все восполнить. C'est-à-dire d'enlever la pollution. То есть они должны устранить загрязнение. C'est techniquement possible. Технически это возможно, Cela coûte très cher, но это стоит очень дорого. mais c'est possible. Но это возможно. Et c'est dans cette direction-là que le droit français s'est engagé. И в этом направлении работает правосудие Франции. C'est-à-dire qu'en France, désormais, si une entreprise pollue, elle doit enlever la pollution. И получается, что тот, который загрязнил окружающую среду, он должен ее и устранить. Quel que soit le prix que ça coûtera. И какой бы была цена, то это должно быть сделано. А вы можете привести какие-то примеры из своей собственной практики по возмещению ущерба? Est-ce que vous avez l'exemple quand les grandes compagnies, de votre expérience par exemple, est-ce que quand les compagnies payaient, О каких суммах и объемах идет речь? payaient en dommage? Il y a eu une grande catastrophe écologique il y a une vingtaine d'années en France. 20 лет тому назад во Франции была очень большая катастрофа, связанная с экологией. Donc c'est un pétrolier qui a coulé dans l'océan. И нефтяные продукты были разлиты в океане. Et on pense que ça a pu coûter à la compagnie pétrolière 1 milliard d'euros. И это стоило нефтяной компании миллиард евро. Заинтересованы ли промышленные компании вкладывать деньги во внедрение реальной системы управления экологическими рисками? Не проще ли им все время просто платить штрафы по факту? Est-ce que les compagnies, grandes compagnies, ils sont intéressés de payer en dommages et préjudice, ou bien tout simplement payer une amende qui était fixée? Les grandes compagnies cherchent toujours à payer le moins possible. Но большие компании, они всегда стараются платить меньше. Donc évidemment, elles préfèrent payer une amende que de réparer l'environnement. Естественно, им более выгодно платить какой-то фиксированный штраф, чем привести в порядок то, что было загрязнено. Mais aujourd'hui, c'est une volonté politique d'obliger les compagnies à réparer l'environnement. И сегодня это, можно сказать, политическая задача, да, заставить компании платить. Не платить, а именно привести в порядок то, что сделано. Quel que soit le prix que cela coûtera. Каким бы большим была цена, да, должны сделать это. Какие последствия могут быть у компаний, которые избегают социальной и экологической ответственности? Quelles sanctions pourrait subir la compagnie qui évite de ne pas payer, de ne pas travailler pour le... Ces sanctions sont difficiles à mettre en œuvre. Но на самом-то деле какие-то санкции по отношению к таким компаниям это делать очень сложно. Parce que la difficulté est que derrière l'entreprise, il y a des hommes, il y a des emplois. И так как за компаниями стоят люди, работники, которые там работают. Et qu'évidemment, il n'est pas possible de fermer une entreprise et de mettre tous les employés à la porte. И закрыть предприятие, да, компанию распустить, это за этим будут стоять люди, которые потеряют работу. Donc toute la difficulté est de concilier l'environnement et l'économie. И то есть все вопросы, все сложности, они обстоят именно вот в этой равновесии экономики и
именно человеческого фактора. А как можно заинтересовать недропользователей, чтобы они соблюдали все экологические нормы? Et comment intéresser les compagnies qui explorent, par exemple, les richesses minières, être sage pour l'écologie, pour éviter des problèmes. Il y a les trois voies que je vous ai décrites, c'est-à-dire la condamnation, les convaincre de se comporter comme des bons citoyens et surtout l'information du public. Я только что вам сказал, что есть три выхода из этой ситуации. Значит, первое – это заставить их ответить за то, что они сделали. Второе – это как-то, чтобы общество оно было информировано и знало об этом. L'information du public est très importante. И, то есть, именно общество, оно играет очень большую роль на самом деле. Parce que les entreprises sont très sensibles à leur réputation. И компании, они всегда пекутся очень и стараются, чтобы их репутация была безупречной. Какие пути вы видите для решения проблемы загрязнения окружающей среды? Et quelle décision vous voyez dans la résolution des problèmes de sécurité écologique? Pardon ? Sécurité écologique. Bien, il faut que la loi évolue, Но закон, он развивается на самом деле. mais il est vrai que la loi évolue très lentement. Но закон развивается очень медленно. Et c'est pour ça qu'il faut que les citoyens soient informés. И вот поэтому надо, чтобы гражданин был информирован. Parce que la loi évoluera si les citoyens demandent que la loi évolue. И закон, он будет развиваться, если гражданин будет требовать, чтобы закон развивался в этом направлении. И в завершении нашей беседы могли бы вы рассказать о программе магистерской, по которой вы работаете в Северо-Восточном Et федеральном pour университете? terminer notre conversation, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur votre programme que vous faites avec l'Université fédérale de Nord-Est? Oui, nous avons décidé de créer à l'université à Yakoutsk le programme qui existe à Paris-Saclay. Мы решили, что программа такая двойного дипломирования будет совместной с нашим университетом Пари-Сакле и университетом города Якутска. Et donc les étudiants de Yakoutsk vont pouvoir obtenir le diplôme de Paris-Saclay. И студенты Северо-Восточного федерального университета, они получат диплом Пари-Сакле. Et surtout, les étudiants de Yakoutsk vont pouvoir apprendre tout le savoir-faire que l'on connaît en France pour la protection de l'environnement. И главное то, что якутские студенты, они узнают весь тот опыт, который накоплен Францией в области экологического сохранения, законодательства. Огромное спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». Мы говорили об экологической ответственности недропользователей. Оставайтесь с нами.